вспомним все, что было с нами, не зачеркнуть прошедших дней, укрыться даже за горами нельзя от памяти своей. Но в ней таится наша сила, нельзя о прошлом позабыть. Нам помнить важно все, что было, чтобы настоящее ценить. В этот памятный день в России вспоминают всех, кто был подвергнут политическим репрессиям за свои убеждения по национальным, социальным и иным признакам и стал жертвой произвола тоталитарного государства. Вот уже на протяжении 10 лет ежегодно 30 октября в селе Грива проводится акция «Свеча памяти». Автор ее создания – Чугаева Татьяна Евгеньевна. В этот день мы вспоминаем жителей спецпоселка Ваклад. Сегодняшнюю встречу мы посвящаем 90-летию Ваклада и 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Еджит ялая ягу, зыбушнур яслы, корка выломал лагерь, там, джойк оме выры. Гагар крест ясам гуяс, гагар сутага пратьяс, но рашу ганы пуяс, буден вешкит и статен. Из спецпоселка Ваклад на войну ушло 96 жителей, найденных краеведами села Грива Татьяной Евгеньевной и Николаем Михайловичем Чугаевым, а также библиотекарем Еленой Николаевной Чугаевой. Большую помощь в сборе информации оказывают дети и внуки репрессированных. Приносят фотографии, восстанавливаем по крупицам воспоминания о своих родных. В 2017 году краеведам удалось найти еще 8 фронтовиков из Ваклада. В том же году они познакомились с удивительной судьбой спецпереселенцев Долгушиных, среди которых были фронтовики. В памяти о них Татьяна Евгеньевна составила книгу. И сейчас мы прочитаем отрывок из книги о семье Долгушиных. В Оренбургской области, в Нижней Вязовке и близлежащих селах уже начались репрессии. Приехали за нашей семьей для высылки 26 октября 1930 года. В документах было указано, что все высылаются как семья кулаков. Ехали в вагонах месяц. Страшно было смотреть, как загоняли в вагоны людей с Украины, Белоруссии, в безрукавках и вышиванках. Был уже ноябрь месяц. Чем ближе к северу, тем становилось холоднее. Мест в вагонах не хватало. Спали поочередно на соломе. Многие просто замерзали на ледяном полу, и затем на станциях выносили уже трупы. Их сбрасывали в общую яму. Наша семья репрессированных жила в селе Грива. Жена Ефрема Кирилловича, Долгушина Елена Егоровна и их дети Михаил, Евдокия, Мария и Павел. Он родился в Гриве в 1948 году. Из воспоминаний мамы Евдокии ей было всего 13 лет. Известие о нашей войне пришло в поселок, когда рабочие были на делянках. Мне сказали: «Дуняшка, беги, передай всем». И я бежала по берегу и кричала: «Война! Война!» И эхо повторяло за мной: «Война! Война!» Потом и она просилась на фронт, но ее не взяли. Мало. Мы благодарим Ларису Калинину из Челябинской области за то, что она поделилась с нами информацией о своей семье и дала разрешение на публикацию. Огромное вам спасибо. Йорся сивлетом бужість, став то Боже милюри, оста й пам'ять звуші, ми там аджів не щури. Шуштом зоною щури, Йора уджертло воле, гашке абою Йора, гашке кодлуке лолес. Проходят годы, а память людская жива. Ищут люди своих родных, погибших на фронтах Великой Отечественной. Надеются узнать о них хоть что-то, хоть немного. И велика радость тех, кто находит.
Хорошо, что есть возможность встретиться с родными и хоть чем-то отблагодарить их за подвиг отцов. А вы, мои друзья, последнего призыва, чтоб вас обламывать не жизнь сохранена, над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена, ведь все равно вы с нами, все на колени, все, багряный хлынул свет, баквадовцы вновь идут сквозь дым рядами, живые с мертвыми, для славы мертвых нет. В память о жертвах политических репрессий XX века в России объявляется минута молчания. Благодарим всех, кто вместе с нами почтил память о невинно осужденных людях. Пусть на земле никогда не будет подобных трагических событий. Пусть никогда не будет войны.